Копенгаген очень похож на Минск. Концепция Беларусь-Дания, она еще более актуальна. Это твоя профессия? Мои детские фантазии. В Рудошковище там где-то есть кратер от метеорита падения. Это одно из первых растений, которое вылезло на сушу из океана. Ох. В Беларуси система образования в сфере искусства, она очень плохая. Гранты все воспринимают как какой-то вообще какой-то порог. Суммам, которые государство тратит на разное образование. На первом месте летчики-истребители, на второе художники. Ну ничего себе. Ну, за твое здоровье. Чтобы, например, можно было в Беларуси перенять, это выращивать грибы. Понятие добробыта или понятие хюгге в идеальном мире, где не надо думать о еде, о деньгах, о чем. А ты просто сидишь, занимаешься своим хом. Ну, в какой-то степени не без этого, но сделал все, что мог. Я объехал по работе большинство крупных городов в Скандинавии. И вообще скандинавы не любят говорить про Скандинавию, потому что только некоторые страны, потому что это большая путаница, что входит в Скандинавию, что не входит в Скандинавию. Ну вот северные страны и северные города я объехал достаточно плотно. И я вам скажу, что вся моя самая большая любовь лежит, конечно, в Копенгагене. Я сначала не понимал, почему это происходит, но потом понял, потому что есть несколько факторов, которые работают. Во-первых, Копенгаген очень похож на Минск. Ну, конечно, не сервисом, не жителями, не манерами, не укладом, а скорее вот этими широкими улицами и очень удобными тротуарами для прогулок, чего во многих городах просто не существует. И еще этот город, в котором не существует автомобильных пробок. А почему не существует? Потому что датчане об этом позаботились. Они сделали упор на здоровый образ жизни и на велосипеды. Но не просто пересадили датчан и копенгагенцев на велосипеды, а они сделали для этого даже не велосипедные дорожки, а реальные дороги. Дороги, по которым ездят велосипеды. Таким образом, они разгрузили транспортные пути и освободили народ от этих вечных автомобильных заторов. И это похоже на Минск, но хотя в Минск все-таки так не позаботился о велосипедистах и так не позаботился о здоровом образе жизни, чего бы очень хотелось в будущем. На самом деле Дания гораздо ближе белорусам, чем белорусы себе представляют. Я объясню почему. В 20 веке, то есть более чем 100 лет назад, по ту сторону Октябрьского переворота, устроенного Владимиром Лениным, в Беларуси искали концепцию развития экономики. И пришли к выводу, что наиболее близкой страной для реализации этой концепции является концепция Дании. Да, до Октябрьского переворота. И часть экономистов поехали в Данию поискать положительный опыт, который бы пригодился белорусам. В итоге эта концепция получила название «Концепция Беларусь-Дания». Ее разрабатывали как до Октябрьского переворота, так и после, в 20-х годах. В чем ее суть? Суть проста. В ней, в принципе, лежала та идея, которая очень близка белорусам, с их добробытом, с их созданием своей среды обитания, комфортной, спокойной и достаточно благополучной. Строилось это все на создании хуторских, небольших предприятий семейного толка, и которые бы размещались на маленьких хуторах. При этом они должны были объединиться в один большой, не в один даже большой, а в целую большую сеть кооперативных систем, скажем так. Каждый небольшой производитель чего бы то ни было входил в конгломерат кооперативов, которые между собой взаимодействовали. И эта концепция, она стала работать, и более того, прямо до революции и после революции она стала очень популярной в Беларуси. Но, конечно, после 30-х годов к власти пришел хам,
который, в принципе, начал бороться за то, чтобы мы жили при такой колхозно-совхозной системе. Коллективное хозяйство, хуторские хозяйства были, по сути, уничтожены или переведены в режим таких тихих единоличников, которые, в принципе, не могли развивать большую экономику. И мне кажется, что сейчас, в нынешнее время, вот эта концепция Беларусь-Дания, она еще более актуальна, потому что стремление стран перейти к доминированию малого и среднего бизнеса, это прям актуальная история. И она может быть достаточно успешной для Беларуси, для новой Беларуси. Еще что мне нравится в Дании, что датчане встраивают новое в старое и наделяют новыми смыслами старое и забирают старые лучшие смыслы для нового. Вот мы проходим сейчас мимо театра, а рядом ведь здания, которые были построены давно, но при этом оно вписано абсолютно и в береговую линию, и в эту архитектуру, и ничего не раздражает. Так же, как и жилые районы. Меня на самом деле потрясают жилые районы Копенгагена, не только Копенгагена, а всей Дании, где очень простое жилье, но оно всегда светлое, оно всегда просторное, оно всегда с большими окнами, и оно всегда дает очень много света. А свет в северных странах – это дефицит. Поэтому как не создать условия, где тебе светло жить, хотя темноты вокруг зимой особенно достаточно много. Вот, например, красивые жилые дома, которые мне очень-очень нравятся. Ты знаешь, у меня для тебя есть хорошая новость. Жизнь после смерти существует. То есть, вот я сейчас сенсационную вещь скажу, но и люди будут это все копипастить, там, отправлять друзьям, потому что это реально закрытая информация. Что жизнь после смерти существует. Да? Вот смотри, мы священники нам это говорили, мы такие, да ну, блядь, смешно, блядь, какие, какой там дед с белой бородой, который ты приходишь такой, он такой, ну, сейчас решим, в ад или в рай, да, такой, как ты себя вел? Это не так работает. Мы все попадаем в одно и то же место. Все. Мы умираем, нас хоронят или развеивают по ветру, или это где-то, как, неважно. И мы оказываемся там, словно в земле, например. Или на земле. Не имеет значения. И над нами начинают работать грибы. Ну, то есть, а кто еще? Потому что это же они через нас начинают прорастать, они начинают через нас перерабатывать, по сути, съедать, переделывать в какую-то полезную субстанцию. И мы продолжаем существовать. Мы продолжаем менять этот мир, потому что мы на него влияем, может быть, даже больше, чем сейчас в нашей жизни. А потом мы становимся частью вот этой там вездесущей, всепроникающей грибной матрицы, которая у нас по всей планете, и не только по всей планете, да, она тоже попала сюда из космоса. И в итоге это и есть наша вечная жизнь. Мы живем вот в этой грибной матрице, и ничего с этим мы поделать не можем. Мы не можем из нее выскочить, мы не можем из нее бежать. Поэтому, когда там религии разные говорят об этом, ну да, это правда, наша вечная жизнь. Только вопрос, где, как и почему это гриб, а не дед с бородой. Это наши миры. Ну, наши миры, то есть этот наш мир, мы с ним соприкасаемся так или иначе, то станет еще большим нашим миром, потому что мы окажемся внутри матрицы. И вот эти миры, собственно, привели меня в Копенгаген. Потому что Егор Ягунов, он без меня как бы не может сейчас находиться. Он должен мне мою историю дополнить. Если я ее не дополню, я не смогу зрителям объяснить, что это такое. Я хочу быть честным во всем. Понятно?
Вот достаточно вспомнить даже сейчас сериал Last of Us, который вышел, который стал безумно популярен, где грибы захватывают планету. И вот что я думаю на этот счет. Если мы здесь не главные, то, в принципе, нам нужно изучить жизнь тех, кто главный. То, что делает Дания, то, что делают многие скандинавские страны, это такой поток людей, которые сначала становятся любителями просто сбора грибов, например, а потом они начинают в эту тему уходить, создают вот эти фермы, в которых продаются грибы. Вот ферма, на которой мы сегодня находимся, это ферма, которая начала выращивать грибы, в том числе те, которые никто не думал, что их можно вырастить в искусственных условиях. Но они их выращивают и продают эти грибы ресторанам. Вот мы и на месте. Причем в таком месте, которое, наверное, зрители нашей программы не ожидают увидеть. Да, мы у Егоров в мастерской. С новосельем, дорогой. Спасибо. И я тебе скажу, это очень уютное место. Хотя оно такое очень скандинавское, очень холодное, очень такое пространное, но оно этим и классное. Да? И я начну с того, что когда я увидел твой Инстаграм, я, честно говоря, обалдел от того, что ты реализовал какие-то мои детские фантазии. То есть мы с другом лепили всяких рыцарей, выезжали в лес, делали из холма, на нем ставили замок, и это все детство. И более того, это продлилось даже во взрослом возрасте. Да. И вот я увидел, что ты занят, это твоя профессия, мои детские фантазии. Ну, и не только, да, твои. То есть, это так круто на самом деле. Почти у всех есть такое. Как ты к этому вообще, как ты пришел к этому? Ну, если без хронологии. Да. Не, ну вообще, как бы я с детства там любил рисовать, какие-то комиксы, настольные игры делал, то есть это если прямо совсем. Потом вот приехал в Данию в 98-м, в академию здесь пошел с 5 по 11 год. Ну, там как раз-таки вот что я подвожу, что я в основном занимался цифровым искусством. Ну, фотографией, анимацией, проекцией. То есть это была такая вот основная моя штука. Потом я просто понял в какой-то момент, что... То есть прям ты был в таком фантазийном мире, да? Ну, да, какой-то... Я создавал пространство. Не ну, хотя фотография все-таки основана на реальной. Но потом как бы я уже конструировал дальше и создавал какие-то миры, какие-то ситуации. Но... Я просто подумал насчет экрана, и вот, например, следующий вот остаток жизни по 8 часов у экрана, это, может быть, не то, чем бы я хотел заниматься. Я стал искать какие-то другие материалы или другие какие-то практики, чтобы вот компенсировать. И мы поехали в художественную резиденцию, там на один остров датский, один из самых классных островов, это вообще отдельная тема. Это когда ты еще учился, да? Нет, это уже было, это было 8 лет назад это все произошло. И вот мы там бродили по лесу с одной женщиной, которая там из аристократической семьи, которые владели этими лесами там на протяжении 300 лет. И она рассказывала там и про мифологию местную, и про вот какие-то сущности, которые там в ландшафте. В какой-то момент мы вот приходим, там такой холмик, мох, и торчат вот куски кремня такого голубого, с голубым оттенком. Меня просто это прошибло, эта картинка. Я тогда... настолько это все прочувствовал. Хотелось вырезать, да? Да, что это вот... Ну, плюс, конечно, я давно уже как бы Японию люблю, и, там тоже есть вот эта традиция, конечно же, садов и мха в целом, да, у них в гимне национальном поется про мох. Ничего себе. Да, и про камни. Поэтому... Как бы есть такая штука, но понятное дело, что как бы копировать какие-то японские сады, смысла нету. То есть это как такая скандинавская интерпретация вот этих японских практик, и в современном контексте. И что было первым? Как ты сделал первый объект вот такой? Ой, как бы минимальные эксперименты, просто какую-то там, не банку, там, какую-то вот стеклянную штуку там выкладываешь, начинаешь смотреть на YouTube какие-то видео, где там, кто практикует. И, понятное дело, вот все это вот со временем, экспериментирование, экспериментальная практика. То есть ты смотришь, что нужно в плане света, что нужно в плане воды,
Там только через какое-то время я понял, что, например, простая датская вода вот из-под крана, она не подходит, потому что там кальция очень Кальция, много. И он вот во время поливки, он седает на листиках мха и забивает поры, и он умирает со временем. Но это такой долгий процесс. Ты об этом узнаешь только там через полгода, когда уже у тебя все начинает. И какую воду использовать? Дождевую. Дождевая вода как раз-таки, что происходит, когда она испаряется, все вот эти вот кальк, соли, они остаются. То есть испаряется она в чистом виде, и потом как бы дождем, ну, понятное дело, что там какие-то еще частицы во время движения в тучи, там оно цепляет и во время падения. Слушай, ну это ведь история о вечном. То есть, ты как бы ты все время мыслишь уже категориями не дня, не часа, там, а ты посмотришь, что будет происходить через месяц, через год. Да, по сути, еще и дольше. Вот у меня есть такая практика, я гравирую на кремне, то есть вот беру фрагменты кремния и алмазными такими инструментами, как у зубного, такие машинки, и ты, можно вот потихонечку по такими легкими линиями делать узоры, гравировки. Такая гравировка, она может 1000 лет существовать. То есть, вот, например, если я положу это где-то в лес, как бы, вот то, что мы находим, например, инструменты каменного века, то есть им там легко, 7-8. Это более современная копия, реплика, да, но как бы, да, по сути, нет, это делал один мастер, я, если честно, вот именно инструменты делать я как бы еще до этого не дошел, хотя я больше самой археологией интересуюсь каменного века. То есть у меня, получается, эти два материала, кремень и мох, это такое вот, как у Бойса, там были его штуки. Да, то есть, войлок у него да, был. я нашел свои вот эти два, они меня нашли даже скорее. И там очень много всего. То есть это и геология, это и археология, это, соответственно, биология, как бы там смежные какие-то штуки. Первая мысль у меня была, что я хотел бы такое дома. То есть прям вот, причем не касающиеся животных, насекомых, просто вот такой какой-то мирок, да, который, это реально сад камней, да, это реально я могу сидеть и медитировать. Да, вместо телевизора. Да, второе, я бы, наверное, не остановился, и эта штука у меня бы росла, наверное, потому что хочется прям иметь в комнате кусок этого мира, прямо чтобы чтобы он тебя немножко даже окружал. Да. Это вообще с точки зрения монетизации, это реально кому-то интересно? То есть есть уже фанаты, которые себе хотят дома? Да, я как раз в процессе, но там тоже есть разные подходы. То есть, с одной стороны, можно, например, ориентироваться на частные какие-то, а там уже вопрос, сколько у человека есть места. То есть это может быть чем-то таким, это может быть, по сути, меньше, может быть больше. Вот таким, как стол. Да, но вот если мы переходим уже в такие форматы, то это скорее какие-то, или публичные места. То есть, если честно, я даже чуть больше сейчас фокусируюсь вот на втором формате. Какие-то корпоративные истории. Корпоративные офисы, университеты, госпиталя, школы, что угодно, по сути. Там даже вплоть до тюрем, там, не знаю, военных баз и так далее. Как бы, где люди проводят какое-то время, где им нужна какая-то просто минутка того, чтобы сесть, выдохнуть. Я, по сути, у меня есть такая... не мечта, наверное, цель. Я бы хотел докторскую написать на тему этого, да. То есть и там изучать, с одной стороны, технические моменты, то есть как это вообще можно построить, чтобы оно жило. И для меня это крайне важно, чтобы это не было симуляцией, чтобы оно как раз-таки создавалось там такое пространство. А второе, как это влияет на человека. То есть можно с учеными, которые там как-то изучают волны мозговые, посмотреть, как это, и вообще фокус, ряд разных факторов. У меня друг Миша Фридман, это фотограф известный американский, и он мне показал фотографию, когда он был в Украине. Там институт Академии наук, который работал над темой космоса, и в том числе сопряженный с биологией, с ботаникой и так далее. И он мне показал фотографии, которые он снимал, вот эти вот такие банки, они прям как трехлитровые банки, которые, по-моему, одна даже летала в космос, а остальные там должны были лететь на Луну. Это вот точно такой же мир, только еще более сумасшедший, потому что этому уже десятилетия. Да. И ты смотришь на это, ты даже на фотографии не можешь глаз оторвать от этого, потому что это реально, ты понимаешь, что это какой-то фрагмент природы, который не умер. То есть это не картина, да? Это то, что живет, развивается, и ты не знаешь, к чему оно придет. И вот это, в этом есть какая-то магия. То есть тебя эта магия забрала. Во многом, да. Но вот если мог так рассматривать с
точки зрения биологии, то это одно из первых растений, которое вылезло на сушу из океана, да, то есть ему 40 миллионов лет. То есть вот если мы говорим, там, например, что в банке там 60, да, лет, ну, как бы там такие вообще горизонты временные, вот Да. просто хотя бы на миллиардную часть прочувствовать вообще вот это путешествие. Вот смотри, сейчас мы с супругой начали интересоваться грибами. То есть грибами в самых разных ипостасях. Это у нас есть. Вот да. И я пришел к выводу, что, в принципе, мы, как человек разумный, прямо стоящий и мыслящий, мы, в принципе, вторичны. То есть, если мы миллионы лет живем на этой планете, то они живут миллиарды лет. Ну, Нас миллионы лет, как через миллионы лет не станет, а их не станет, может быть, только через миллиарды лет. Да? То есть получается, что в принципе это их планета. И система их, вот этих нейросетей, которые они создают, она гораздо более глобальная, чем любой наш интернет, чем любая эта история. И тогда получается, что, наверное, мы должны у них учиться или нет? Да, конечно. Ну, на самом деле, сейчас же такая вот... Не знаю, вот в плане искусства точно там есть вот это interspecies, то есть когда ты смотришь на другие виды и пытаешься проникнуться, то есть вот сдвинуть с точки зрения, как бы с центра человеческого восприятия и попробовать понять. Но это может быть, по сути, все что угодно. Это и, там, не знаю, какие-то и моллюски, там, и бактерии, и грибы, конечно же. Начинал заниматься современным искусством, иллюстрация, там, условно говоря, дизайн и так далее. Да? И когда ты начинаешь сталкиваться с вот этим, вот со всем этим натуральным, вот, от которого нельзя оторвать глаз, да, у тебя ты допускаешь себе возвращение в сторону вот как бы искусственно созданного, да, то есть как сказать, к иллюстрации такой. Я работаю вообще довольно активно. Я работаю и с там, искусственным интеллектом, с какими-то программами, там, генеративными штуками. Ну, это, наверное, искусственнее не может быть. И там с проекциями, например, вот есть такая техника projection mapping на английском, да, то есть когда проецируется там на всякие поверхности. И мне кажется, в этом-то как раз тоже плюс, что если только вести вот эту архаику, самую древнюю, то тоже как бы, ну, классно, когда вот есть связь между будущим и прошлым, и вот эту вот границы эти как бы раздвинуть, насколько я, хватит собственно, поэтому сил. и спрашивал, то есть насколько все это синтезируемо, то есть насколько оно все в состоянии взаимопроникать. По максимуму. И у тебя ты живешь в состоянии вот этого взаимопроникновения, как я понимаю, на перекрестке на этом. Ну да, так постепенно выстраиваешь. Просто это какие-то элементы, которые начинаешь так вот вживлять, там, не знаю, представлять в свою жизнь. Вот даже, например, вот та же еда там и вот те грибы, там, ну, устрицы тоже, это отдельная история, но это вот как бы пришло ко мне, то есть я встретил одного шеф-повара, он наполовину японец, наполовину датчанин. Он вырос вот как раз-таки на этом острове тоже. Потом я узнал случайно, где у меня остров Мюн, кстати, если кто-то хочет проверить, там самые безумно красивые меловые утесы, и сейчас его включают в список ЮНЕСКО «Всемирное наследие». Место вообще очень классное. Вот, и получается, он датчанин и японец. И вот он как бы, по сути, во многом японские блюда делает, но с местными какими-то продуктами и с какими-то вариациями, то есть он адаптирует это. Вот смотри, в связи с этим у меня тоже сейчас разговор, потому что я вот в этом отношении я покорен Данией. Прямо покорен, да? Потому что когда у тебя в одном Копенгагене, в котором раньше не было, как бы расхожее мнение, да, не было кулинарии. Да? Многие считают вообще, что до появления Редзепи, который Ному создал, да, то есть считают, что прямо до него вообще ничего не было. Ну, было, естественно. И вот Дания, у которой, собственно, нет такого арсенала, как в южных странах, продуктов, да, овощей, фруктов и так далее. Вдруг Дания становится прям Меккой. Прямо Меккой кулинарии. То есть 600 тысяч населения Копенгагена. 16 мишленовских ресторанов и более 50 стоит уже в очереди как рекомендованные. То есть, это плотность, которая, я не знаю, ну, могу вспомнить там Бильбао, Сан-Себастьян, наверное, Токио, может быть, Жерона. Вот, ну, такие редкие города, где вот плотность мишленовских ресторанов такая высокая. Да? И все это здесь
строится на местных продуктах, на сезонных продуктах. Это прям революция. То есть датская революция в кулинарии. Ты тоже так считаешь? Да, конечно. Я вот книгу читал, называется «Japanness in Architecture», японутость, если так перевести. И там они как бы просто был пример, что вот было слово «japanesque» и было «japanness». То есть «japanesque» — это что похоже на что-то, да, там на традиционное там что-то, а «japanness» — это как бы суть какая-то. И вот мне кажется, вот это вот подход кухни к местным продуктам, это вот, не знаю, как датская версия этого будет, но это вот датсканутость. То есть когда ты максимально смотришь то, что у тебя есть, как бы, и, ну, вот с каким-то вниманием, уходом, вот, занимаешься этим и создаешь я тебе скажу, мишленовские рестораны, которые, ну, довелось побывать в разных, когда изучаешь еду, то ты пытаешься искать какие-то рестораны с новинками, да. Такой плотности ресторанов качественных, вкусных и привлекательных, как здесь, ну, это прям вот прям невероятная плотность. И все это на каких-то решениях, которые кажутся очень простыми, но видно, что за этим стоит невероятный труд. Просто прям невероятный. И я просто к тому, что это сродни твоей истории. То есть вот когда стоишь и рассматриваешь долго и погружаешься в это, да, ты там прям тонешь, и ты понимаешь, что это все, первое, труд, второе, время, третье, проникновение в природу. Да, знание материалов И тоже. Дания — это вот прямо такая страна, да. Ну да, но оно как-то... То есть это, понятное дело, не то, что я вот именно думал это таким же вот именно путем, когда я вот сделаю так, потому что в Дании так делают. Да? То есть оно как-то само, мне кажется, вот просачивается. Так, это среда, да? Видимо, среда так формирует человека. Думаю, что да. Ну, опять же, природу как бы я любил вообще просто с детства. Там еще у бабушки на даче там ходил, придумал игру, и в индейцев я играл. Это как были в таких разведчиков. То есть идешь, крадешься по лесу, и вот все услышать, все наблюдать, вот это внимание. И мне кажется, потом это можно переносить практически на что угодно. Да, ну вот, кстати, можно чайку чуть-чуть. С удовольствием. Это не горячий, это такой прохладный чаек. Японский, зеленый. Вот этот микс Японии и Дании, почему-то он тоже очень, очень прослеживается. Причем и хоть на уровне архитектуры, хоть даже на уровне того, что ресторан Нома там пытается интегрироваться все время в Японию. Спасибо. И ты вот сейчас сидишь с японским чаем. Это... Ох. Жена моя заварила. Да, супер, супер. И вот этот аскетизм японско-датский, он очень сродни. Это такое ощущение, что Дания — это такая европейская Япония. Да? Ну, как бы, по крайней мере, да, эта вещь, она прослеживается, ну, не знаю, точно там 60-х, наверное, потому что там же сначала было, вот после Второй мировой войны, я думаю, что там была отдельная история, там первые 10-15 лет, а потом, когда уже это все стало немножко утрясаться, то тогда, да, вот в плане дизайна и архитектуры. А вырос ты в Беларуси? Ну да, ну как бы тут вопрос, где эту границу проводить. Я переехал в Данию в 98 году, мне 14 лет тогда было. Ну то есть, по сути, да, вот в Минске рос. Что такое для тебя вообще Беларусь? Как ты ее сейчас видишь как место, которое могло бы, допустим, поменяться в какую-то сторону? Что это такое? Ну, как бы... Вообще изначально мой подход — это вообще вот, ну, вот природа, ландшафты, да, то есть я, например, там как-то недавно случайно вычитал, что там под Рудошковищами там где-то есть кратер от метеорита падения. То есть, например, такие вещи, ну да, или вот там тот же, там какие-то слои там еще более древние, да, то есть, мне кажется, есть, ну, понятно, что есть вот эти социальные вещи и процессы, которые сейчас очень активно идут, ну и понятное дело, что есть еще больше, чем это, да, то есть... Ну, конечно. И если можно как-то внести какую-то просто песчинку формирования того, что могло бы быть больше в какой-то долгой перспективе, я бы, ну вот, например, те же какие-то стоянки каменного века поизучать, там какие-то заповедники поездить. Ну, понятное дело, что это все связано с инфраструктурой, с ресурсами и так далее. В Беларуси система образования в сфере искусства, она очень плохая.
То есть она прям очень плохая. И с точки зрения изобразительного искусства, и с точки зрения вообще искусствоведческой и понимания как бы современного контекста, она плохо все. Но как только белорусы попадают в систему образовательную, которая передовая и крутая, они сразу прям расцветают. И это прям отличается от очень многих стран. В Беларусях, значит, есть этот потенциал к современному искусству. Ну, 100%, я, по крайней мере, знаю, да, много интересных людей. Ну, как бы кто-то из них тоже в Беларуси. Но понятное дело, что образовательная система – это вообще отдельная как бы такая, да? Нет, есть, да, конечно, я не говорю. Сейчас, по сути, интернет во многом какие-то облегчает, заменяет, да, эти процессы, потому что идет какой-то глобальный уже обмен и понимание контекстов. Но, ну, нет, конечно, классно, когда есть вот хорошая какая-то структура, то есть вот как Академия здесь, ну, это очень много дает. Ну, понимаешь, что для этого сначала должен там преподаватели хотя бы стать помоложе. Хотя бы чуть-чуть, которые хотя бы импрессионистов не воспринимают как чернуху. Да. Я сейчас тоже вспомнил такой момент был. То есть, получается, вот, ну, вот в Копенгагене Академия художеств, она такая достаточно сложно туда попасть. Там берут 30 человек в год, а подает около 1000 заявки, да. И получается, что, ну, вот если взять там 6 лет там, на магистра, если учиться, 6 на 30, вот это общий как бы объем учеников. Когда я там учился, там было 3 белоруса. Ну, вот я, еще 2. То есть, как бы, если взять процентность, а еще учитывая, что из этих 30 только 1,5 человека могут быть вне Евросоюза. То есть, если по процентности брать, то там просто зашкаливало. Да, кто бы подумал. Для того, чтобы художник существовал, ему нужна система поддержки. Да. Причем не просто поддержка, а система поддержки. Потому что, ну, я помню, как мы преподавали в разных странах, и я тебе скажу, что все студенты во всех странах говорят одно и то же. Когда у них спрашиваешь, чего ты боишься, они говорят, я боюсь следующего дня после окончания учебного заведения. И я это понимал, потому что люди не очень сориентированы, что же им делать. Да. И вот эта система, как она работает здесь, в Дании? Ну, понятно, что это как бы ряд факторов. То есть, конечно же, огромную роль играет вот семья, да. Если кто-то растет, например, в художественной среде, то им как бы им уже все представлено, они знают, как это устроено. Вот, а в моем случае это была другая страна и другой вот как бы вход в это все, да. Поэтому я могу сказать, когда я закончил академию, я тоже был достаточно так в шоке, да. И там получается, что... А родители у тебя к этому не имели профессии? Нет. Ну, как бы так они, скажем, интересовались. Нет, я имею в виду профессионально. Нет, да. Вот. И был момент, когда у меня было такое, как бы, а что теперь? Ну вот пока в академии, там тебе и стипендии выплачивают, и там мастерская, и там деньги на материалы, и там поездки. Мы ездили в Нью-Йорк, мы ездили в Венецию на бинале, как бы, ну, то есть вот хорошо. Хорошо. И вообще, как бы, там есть разные списки по, получается, суммам, которые государство тратит на разное образование. На первом месте летчики-истребители, на второй художники. Ну, ничего себе. Ну, они там просто снимают огромный дворец в центре. И половина как бы денег на это уходит, я так понимаю, на аренду академии самой. Ну да, есть такая. У летчиков, да, у них там горючие самолеты. Да, понятно. Но это все равно круто. Слушай, поехать на Венецианское биеннале, чтобы увидеть современный контекст, ну, для студента это такое, ну, за гранью. Да, то есть очень круто. И, как я понимаю, все, кто в этот год поступил, они все едут смотреть. Да. Ну, это мы, кстати, было уже позже. То есть, получается, там первые 2 года там идет как базовое образование. Тогда мы, кстати, ездили в Стамбул на биеннале тоже. Ну, я в нем участвовал, кстати. Класс. Это было в 2005-м. Ну, вот. А потом, соответственно, как бы 4 года ты можешь выбирать профессорскую школу. Там было, по-моему, 6 профессоров. И можешь каждый год менять школу, можешь в одной оставаться 4 года. И вот, соответственно, как бы уже внутри этой школы мы... Ты закончил. Да. И вот оказался в таком месте, где, ну, опять же, то есть вот есть какая-то классическая вещь, которая уже, мне кажется, тоже и само время изменилось, и я изменился. То есть, ну вот, что художник, он у себя в мастерской создает произведения искусства, потом несет их в галерею, галерея делает выставку, работы продаются, и ты так вот с этого и живешь. Ну, это такой очень уже устаревший формат. Устаревший и, на самом деле, не очень реальный. Да, очень реалистичный. вот. Потому что куча рисков, как бы никаких
никаких гарантий и так далее. Вот. И поэтому я стал смотреть, где что. Ну, понятное дело, что, опять же, то есть есть просто пособие по безработице, которое тебе тоже может... Ну, или там, вернее, там... профсоюз, вернее. Ты через профсоюз получаешь какие-то деньги, как молодой профессионал. Но это все равно, когда тебе надо покрывать там мастерскую, жилье, расходы, то есть, ну, это... Я плохо себе представляю, что на какие-то пособия можно так прожить. Ну, минимально как-то, да. Ну, у меня как было, вот я стал смотреть, где какие-то смежные какие-то сферы, где я мог бы приложить то, что я умел. Ну, это вот та же анимация, это графика, то есть и какие-то более коммерческие я смотрел. И потом я подумал, что вот есть как бы сфера архитектуры. Там как бы там деньги обычно есть. Хотя я на тот момент знал, что есть современная архитектура и есть архитектура классическая. И на этом как бы... Ну, это так, как я когда начинал итальянский учить, я знал слово «чао» и все. Ну, так бывает. Да. И потом... Я стал так смотреть, как бы написал в пару мест, и есть такая система, ну, как вот в практике. Это, не знаю, как даже по-русски точно. Ну, когда вот ты в компанию устраиваешь на какое-то время, они там на тебя, ну, посмотреть, как ты работаешь. Ну, по сути, нет, они тебе... Не платят зарплату. Платит государство, ну, вот по-датски это практика называется, стажировка. Стажировка. Вот, я так попал на одну студию, которая... Ну, они больше занимаются вот выставочным дизайном. То есть это как архитектурная студия считается, но у них как бы формат это вот больше разные музеи, экспозиции, там и свет, и сам вот эти вот объекты, в которых выставляете, работа с самим материалом. Вот, и... Сначала как-то я вот просто пару месяцев там побыл на стажировке, а потом они меня пригласили в один проект. Это на самом деле это датский военно-исторический музей. Это было в 2013 году, и даже в 2012 я начал. И там такая перманентная большая выставка, которая вот посвящена 500 лет войн, в которых участвовали Дании. Вот с ну как бы с 15 века и до нашего времени. И это вот я сделал серию как бы таких видео инсталляции, проекции, там, по-моему, сколько там, 10 экранов или больше, такие большие. И это до сих пор там находится. То есть это перманентная штука, она вот уже больше 10 лет. И это была твоя, по сути, там пост... Да, первая. И, конечно же, в этом плане мне очень повезло, что я вот попал туда, и потом, соответственно, как бы, ну, я мог приложить свои какие-то знания, умения вот в плане анимации, в плане какой-то эстетики. А, соответственно, я очень многому тоже учился как раз-таки вот у этих людей. И до сих пор мы с ними работаем. Какой был следующий шаг вот, по профессии? Ну, следующий шаг, ну, как бы не то, что там прямо шаг, это такой процесс, это вот научиться на гранты подавать. То есть вот в Дании, если уже продолжать вот эту тему, как бы есть очень хорошая система государственного финансирования через Министерство культуры. Это то, что сейчас в Беларуси, это же целая история. Гранты все воспринимают как какое-то вообще какой-то порог, да. И при этом не понимают, что во всем мире сфера образования, науки, искусства, они вообще живут только с этого, потому что это как бы государство обеспечивает свое будущее, собственно говоря. И частные гранты. И частные гранты, конечно, безусловно. Да. И ты освоил эту науку? Да, я могу сказать, что да, очень... Ну, понятное дело, что тоже мне помогло то, что я был в академии в какой-то степени, но хотя это все, это и язык, и какое-то понимание контекста, и составление бюджетов. Это все как бы не один год заняло. И, ну, сейчас я считаю, что, конечно, уже так довольно неплохо это делаю. И вот буквально сегодня утром сидел это дело, буду завтра продолжать. Сейчас мы заявку готовим, но как бы это будет такой 2-летний проект. Вот, и просто, что там как бы много разных. Там есть как бы чисто рабочие гранты, которые просто вот тебе, чтобы ты мог заниматься тем, чем занимаешься, и не думать как бы о чем-то. Потом есть там под конкретные проекты на продакшн, потом есть на искусство в публичном пространстве, на образовательные проекты с детьми, на так далее, ресерч, Что тебе сейчас интереснее всего?
О, сложно сказать. Ну, как бы, ну, по сути, вот я просто нашел вот эти вот штуки, и мне вот это, меня просто готов вот в это углубляться, хотя как бы там и вот разные элементы. Это могут быть какие-то мультимедийные штуки и звук. Ну, то есть вот Тогда меня, абсолютно. да, создать Я вот как понимаю, раз... что это как бы это база какая-то. Да. Вокруг этой базы может расти все что угодно. Есть какой-то вот потребитель, который приходит к тебе, человек, и говорит, я хотел бы себе. Есть, да. Но это вот, по сути, я выстраиваю какой-то свой нетворк. Ты говоришь, я сделаю, через 3 года приходи. Ну, не, совсем не обязательно 3 года. Нет, тут вообще по-разному. Это можно сделать и за день при желании. Тут можно разные подходы, потому что можно как бы с нуля, например, засеивать. Ты тогда берешь, например, там немножко мха, режешь маленькими кусочками, это все разбрасываешь, и в течение там 6-7 месяцев оно очень даже неплохо вот вырастает. А можно сразу взять уже готовые кусочки мха и вставить его, но это не так интересно, по крайней мере, не полностью. И классно, когда он еще потом, вот ты видишь, что, ага, вот здесь появилось, вот там, там он начинает на камень зарастать. То есть вот и ты изо дня в день видишь, и вот это как бы дает понимание того, что там все меняется и живет. Вот. Да, ну вот, например, сейчас как раз-таки в плане заказов эта компания, она занимается консультированием разных вообще более крупных каких-то концернов и разного формата компаний в плане вот environmental всякие. Ну вот как можно сопоставить их бизнес с какими-то нормами окружающей среды? Что я, когда еще как бы, у меня была галерея и прочее, я как бы изучал там как corporative art, да, который, как там, условно, там, Джефф Кунс или Фрэнк Стелла, которые делали это прям для корпораций большие какие-то проекты там, настенные или там объекты. И я понимаю, что сейчас, если бы я был таким современным бизнесменом, у которого было бы какое-то большое пространство корпоративное, то вот это было бы мне гораздо интереснее. Прям гораздо, потому что это гораздо современнее сейчас. Есть компании, которые так думают. Да, конечно, нет, это все очень даже есть. Другой момент, что понятное дело, что когда начинаешь вот с ними сближаться, тогда должно быть все очень четенько. Я как бы именно поэтому потратил такое количество лет, чтобы протестировать это и понять действительно, как это работает. Потому что в какой-то продукт предоставить, который там загнется через полгода, это как бы провал. То есть поэтому я, по сути, у меня есть технологии. Сейчас я занимаюсь больше презентацией, то есть вот как бы как это вот оформить, и уже следующий шаг это будет напрямую выход как бы на компании. Ты слышал вообще, чтобы кто-то из белорусских художников, кроме тебя, занимался подобным? Ну, подобным вообще я не слышал, что кто-то... Ну, как бы, понятно, что есть как бы больше студии ландшафтного дизайна, там, которые тоже понятно. Делают. Там, в Японии, в Корее. То есть смежные какие-то. Из белорусских, вот как бы кто мне так близок и с кем я общаюсь, вот Изабелла, хотя она больше живописью занимается, но там как бы такие миры, как бы, мне кажется, то есть она через живопись это отображает. И Юра Шуст... Ира живет в Беларуси, а Юра, по-моему, сейчас в Берлине, хотя он тоже сейчас вот в Корее там на биеннале участвовал. Но он такие, как инсталляции, видеоинсталляции и физические, то есть тоже очень много с природой, с какой-то мифологией. Вот, мне кажется, это вот есть такая белорусские вот эти какие-то мифы, эти леса глубокие сущности, которые там живут, и вот, как бы вот это вот... Перейдем к прикладному. Да. Ты когда увлекся вот этим, у тебя это отразилось на потреблении продуктов? Ну да, как-то, я не знаю, в какой-то момент я подсел на устрицы, с друзьями просто попробовали, и потом, просто есть еще места, где можно так зайти, не обязательно идти в какой-то там ресторан, там бронировать слишком много там заранее, а просто приходишь, как забегаловка, там берешь пару устриц, съедаешь на ходу, идешь дальше. И вот мне такой формат очень нравится. Давай попробуем. Да, конечно, сейчас я потихонечку начну их открывать. Это датские устрицы, остров Рон-Ю. Очень большие. Да. На самом деле хочется попробовать, потому что я мало что знаю про датских устриц. Вижу, что большие, очень живописные на самом деле. И когда находишься около твоих объектов, то оно прям ощущение, что они какие-то родственники. Да, только вот эти чашечки, мне кажется, оно все как-то такое перекликается. Это вот эти слои.
Да, вообще эти устрицы, у них такая тоже интересная история. Вот то, что сейчас называется датские устрицы, они вообще изначально из Японии. Ну, короче, была такая история, что в Дании как-то стало мало устриц в какой-то момент. И датчане, они в 60-е импортировали устриц из Японии. И, подселили. Как для ферм? Или... Да, не в если дикую, честно, я для 100% не расселения. знаю. Мне кажется, как бы так нечто среднее это было. То есть могло расселяться. да, вот и оно как раз-таки расселилось. И вот в том-то и дело, Ого. что вот все вот эти вот вид конкретно этих устриц, потому что раньше они в основном там во фьордах, вот есть такие фьордские устрицы, они вообще другие, они плоские, у них вообще другая структура вот раковины самой. И они сильно отличаются. А вот эти, они как бы сделали такое путешествие. И что интересно, то, что сейчас их так много, то есть они вообще считаются как invasive species, то есть как это вообще по-русски? Ну, не совсем, паразиты Оккупанты. немножко другой, оккупанты. Да, и что датчане придумали, они их экспортируют в Китай. То есть получается, что японцы не знали, что это все станет достоянием Китая. Ну да. А устрицы знали? Их так кто-нибудь спросил? Но ты знаешь, это настолько органично, когда ты понимаешь, что вот эта влажность здесь, и какая-то лесная история, и одновременно морская история, и это все какая-то становится как-то близко к природе. И я понимаю, что оно не то, чтобы там удивляло, это очень органично, то есть оно как бы без насилия, то есть все это происходит. Ну, относительно. Ну да, я имею в виду, что ты как бы так спокойно на это смотришь, как на процесс и процесс. В мире столько всего интересного, даже те же вот грибы, которые сейчас упоминали. Я просто как бы даже не осмеливаюсь вот в это все вникать, потому что я понимаю, что просто вот этими грибами, как начнешь заниматься, это просто годы. Да. Вот у меня то же самое было с каменным веком. То есть я вот кремнием заинтересовался и знал, что есть вот весь этот мир как бы... Да, у меня на самом деле тут просто Да, у тебя там прям залежи целые огромные, ящики с этим, да. Да, сотни. Хотя вообще в Дании просто миллионы и миллионы фрагментов вот человеком обработан кремния, потому что здесь очень много кремния, и люди жили тоже много. Любопытно еще, вот когда говорится про датскую кулинарию, да, если идти южнее, то получается, что в странах очень много термической обработки грибов, а датчане идут через соусы. То есть они оставляют грибы, по сути, в таком почти нетронутом виде, но дополняют это соусами, которые еще больше раскрывают вкус грибов. И это тоже другой концепт. То есть ты тоже понимаешь, что это такое бережное отношение к продукту и к его вкусу. Это, на самом деле, для меня это очень любопытно. Ну, вообще, если, конечно, брать так более такой большой срез, в плане грибов, то датчане это не то, что сильно... Вот, потому что там есть такая штука, кто-то писал, что есть как-то микофилы и микофобы, вот эти вот нации. Да. Вот датчане скорее микофобы. То есть у них, во-первых, у них как бы очень мало старых лесов, потому что, это островные, как бы, да, места. И, кстати, можно часть водички. Мне научили, что ее нужно немножко тоже сливать. Так, чуть-чуть. Она потом сама начинает еще как бы это выпускать. И, они не то, что вот прямо повсеместно, вот даже если взять Швецию, тут вот на поезде переехал и сразу же... И там старых лесов больше гораздо. Да, там леса, и там ходят, и там просто собираешь ведрами. А здесь, и по количеству чуть меньше, меньше. И в плане вот использования. Хотя, понятное дело, что есть вот как бы люди, которые это знают, любят и едят. За твое здоровье и за успешную реализацию, например, грантов, чтобы тебе на ближайшие годы было с чем работать. Спасибо. Хороший такой. Это очень круто. Это очень круто. Это отличается. Да.
Знаешь, это потрясающе. Потрясающе. Всегда думаешь, как это... Я много раз ел у художников в мастерских, и у каждого в мастерской какие-то свои блюда. А у тебя прямо как, что в объектах природы, что в блюдах природы. Ну, я подобрал. Да, потрясающе. Потрясающе. Ну что, может быть, мы разберемся, что такое грибы? Да. Это такой процесс непростой. Кстати, грибы по-английски называются blue oysters. Да. Уже рифма идет. Это ферма, ну, местная, то есть это вообще вот какая... Как раз-таки вот то, чтобы, например, можно было в Беларуси перенять, это выращивать грибы. По сути, совсем немного для этого нужно. Они растут как бы достаточно просто. Я знаю, что они начали выращивать те грибы, которые раньше не выращивали в искусственной среде. То есть многие. И, по-моему, в этом году они впервые откроются для частных лиц, а не только для ресторанов. Постепенно, да. Но они как бы тоже там со временем появляются и новые какие-то, да. То есть это процесс такой идет. И, ну, вот мне эту компанию посоветовал вот японец, шеф-повар. Я ему написал, сказал, что мы будем снимать, и вот кого можно было бы. И вот он мне скинул ссылку, просто я заказал, они за 2 дня все мне привезли, все, что нужно. Там, на самом деле, есть еще и другие. Там есть вот это Lion's Mane, там какие-то другие, там более редкие еще грибы можно упаковками покупать. Вот, и, ну да, и вот как бы у меня есть рецептик такой, который у него тоже я узнал. Это газовой горелкой, по сути, их просто вот так вот на свежее. Давай попробуем. Я параллельно, знаешь, какой вопрос тебе задам? Как сложно ли было себя сделать в Дании? Слушай, мне сложно сравнивать с чем-то. Как бы это такое... Ну да, но вообще вот этот процесс, вот эта история с 98-го года по сейчас, она все-таки была тяжелой, или ты, в принципе, чувствовал себя спокойно достаточно и органично в этом? Я бы сказал, что более спокойно, чем тяжело. Ну, как бы... Это же тоже во многом дело психологии, да, то есть насколько человек из-за чего-то переживает, потому что, ну, конечно же, были такие долгие периоды, когда ты не знаешь, будут ли у тебя проекты, будут ли у тебя деньги, вообще интересно ли кому-то то, что ты делаешь. То есть это, ну, это, по сути, наверное, часть, правда, любого творчества. Ну, как бы, мне кажется, тут такой момент, что либо ты себе говоришь, что ну, я вот этим занимаюсь, я иду до конца, как бы, да, то есть если моменты, которые у тебя что-то не получается, ты просто продолжаешь, и потом в какой-то момент оно начинает как бы отдавать как бы назад что-то. Ну, видишь, ты живешь сейчас в экосистеме в датской, да? Хюгень? Да. Это такой принцип, который он очень схож с белорусским принципом добробыта, да? Да. То есть это когда твоя комфортная жизнь, спокойно, там есть даже 8 принципов потрясающих, по которым ты живешь, за что датчан, кстати, критикуют часто. Да? И вот это, по сути, на самом деле для меня вот эта система, некая поддержка своей экосистемы. А какая бы у белорусов могла быть экосистема? Как бы она могла быть сформулирована? Ну, опять же, как бы мне кажется, одно из самых главных — это как это связь с землей, связь с местом, знание этого места. Ну, как бы да, потому что зачастую, ну, история, она как-то заканчивается там, не знаю, или начинается там с какого-нибудь 15 века, там, максимум с 10-го, а мне интересно вот это вот как бы более долгие вещи и ну, вот в плане каких-то природных экосистем. Мне кажется, когда у человека есть вот эта связь с местом, где он находится, ну, тогда больше проявляется и любовь, и, не знаю, какая-то забота, да, то есть уборка мусора, какие-то мелкие такие вещи, которые, да, вот отношение к соседям, то есть чтобы вместе, как бы, да, это не вот это вот мой забор, а это твой забор. А как раз-таки общее какое-то пространство. Понятие добробыта или понятие хюги, да, это понятие, которое ты для себя как-то формулируешь, или ты, в принципе, живешь так, как твоя органика тебя ведет? Ну, второе, да, пожалуй. То есть я, ну, не то, что я там сильно задумываюсь о хюге, как и об этом, да, то есть...
Ну, в датском тоже есть слово «ухюге». То есть это когда что-то страшное, это как бы не хюге. И это тоже такое, это вот когда есть немножко какой-то опасности, когда есть, есть что терять, когда есть какой-то риск тоже, да, поэтому как бы только в хюге жить нельзя. Но, Вот, да, конечно. Из тех, кто критикует Хьюги, они говорят, что это какой-то один из форматов ухода от социальности, и плюс, по сути, чуть ли не внутренняя миграция, да? То есть ты это разделяешь или нет? Не, на самом деле, из того, что я вот знаю, как бы датская эта концепция, она максимально социальная. То есть хюге — это то, что ты делаешь вместе. То есть это никогда не личная вещь. То есть это какие-то процессы, когда у тебя все хорошо, Окружение, когда семья. ты организовал пространство, и тогда ты можешь вот выдохнуть и вот делать какие-то там небольшие простые вещи, которые будут... которые вот будут давать это чувство. Поэтому, не знаю, насчет побега. Опять же, тут, как бы, мне кажется, вопрос, вот какую перспективу мы берем. То есть, если там как бы... То есть, вот просто я сижу, там какие-то мхи развожу по баночкам, да, ну, кто-то может сказать, что это побег, да, то есть в мире столько всего происходит, и это действительно так, и я считаю, что, конечно, не надо от этого закрываться, но в то же время... Через Знаешь, это... любопытно, но для меня твое раскладывание мха по баночкам невероятно социальная история. Ну, для меня невероятно, тоже, да. Оно прямо и современно, и социально, и важно. Вот это вот поразительно. Поначалу мне казалось, что через это можно как через медитацию спрятаться и уйти, но я так понимаю, что спрятаться и уйти можно только на моменте, а потом ты все равно, ты живешь в том, что ты понимаешь, что ты делаешь. И ты понимаешь значимость этого внутри как бы контекста. Да, если еще возможно, да, вот поделиться это с другими людьми, объяснить и как-то их, не знаю, заразить этим в какой-то степени. У меня самое классное, это когда вот кто-то там из моих друзей, знакомых, кто знает мою практику, там мне пишет, вот я там, когда в лесу, я вижу мох, я думаю тебя, или там какие-то камни, да, то есть для меня это такое прямо вот самый лучший комплимент, когда ты как-то человеку передаешь часть вот этого видения. Так. У меня есть такая поговорка: я сделал все, что мог. Ученые изучают, как вот эти камеры влияют на их сознание, на сознание людей. Да. И это целая история сейчас, целая тема, да. И я понимаю, что вот белорусам сейчас очень нужна вот такая поддержка. То есть многие потеряли дома, многих эмиграций, многих по 2 эмиграции, кто-то пережил войну в Украине, кто-то... Ну, то есть все пережили очень сложный период, очень тяжелый. И вот у меня ощущение, когда я смотрю на твои эти миры, мне становится прям спокойнее. Я могу себя сбалансировать. Да. Ты бы порекомендовал белорусам вот это? Или еще что-то? Или еще... Ну, да, это, по-моему, хорошая практика. Есть такое понятие регенеративное искусство, то есть оно, конечно, может там по-разному проявляться, но вот одно из этих — это что-то, что дает тебе какие-то внутреннюю силу, спокойствие, ну, через какие-то маленькие вещи придает тебе баланс. Вот это те маленькие вещи. Это потрясающе, на самом деле. На самом деле, это гриб, каким он может быть. Гриб, который вырос у костра. Ты сам, занимаясь этим, находишься в своем балансе? В своем праве баланса? 100% мне это дает очень многое. Вот, ну, опять же, да, если отражать еще то, что сейчас происходит в мире, и в Беларуси, и разные процессы, которые не всегда вообще легкие, а то и даже крайне тяжелые. Это как раз-таки, да, это как бы то, что я такой, как safe space в-английски есть слово, пространство такое внутреннее, которое гармонично остается. А что, как жена на это смотрит? Ну, хорошо смотрит. Конечно, иногда говорит, что слишком много. Ну, это такой живой процесс, живое обсуждение. Не, ну, конечно, тоже нравится. И, ну, это часть нашего, да, пространства жилого. Ну, как бы, опять же,
У меня же тоже двойное, как бы. У меня, с одной стороны, это вот такое регенеративно-созерцательно-медитативное пространство, в которое даже наша кошка залипает. Она садится напротив террариума, она смотрит туда лапкой так, по стеклу водит. Мне точно туда монеты. Ну, и в то же время это как рабочий процесс, там, смотреть, когда что будет. Вот если там чуть больше влаги или чуть больше света, какие процессы идут. Вот это же это уравновешивает как система балансов, да? Ты же выстраиваешь какую-то систему балансов на этом. То есть даже здесь, даже композиционно видно, насколько это все, насколько это уравновешенная история. Ну да, конечно. И, понятно, что со временем тоже как бы учишься чему-то, да. То есть вот если бы я сейчас это делал, например, то я бы вот эти вот слои делал намного меньше. То есть я бы сделал, чтобы здесь было пониже, то есть так оно очень высоко поднимается. Но можно было другую как бы композицию, больше пространства, да. То есть, это вот, но в то же время, например, там им по несколько лет, там некоторым вот это вообще, по-моему, с 21 года у меня. Ого. То есть это то, что перерождается, какие-то новые слои. Там. Иногда я специально даже убираю из каких-то мест вот мох, чтобы почва была, оголялась, и тогда оно начинает заново прорастать. То есть оно зарастает на камне. То есть, баланс. По сути, в первую очередь, это вот как бы влага, вода, свет, да, то есть вот если говорить... Ты понимаешь, сейчас у кого-то создастся иллюзия, что ты в каком-то идеальном мире, где не надо думать о еде, о деньгах, о чем. А ты просто сидишь, занимаешься своим мхом. В какой-то степени не без этого, но... Но в то же время, опять же, да, то есть насколько я могу, не знаю, проявляю какую-то эмпатию вовне и стараюсь быть полезным миру и людям вокруг. И, то есть, мне кажется, это такая очень классная отправная точка, которая вот... Вот сейчас то, что происходит в связи после выборов в Америке, война и прочее, насколько через что ты восстанавливаешь вот этот поток идет новостной, да, который чудовищный. Через что ты балансируешь, через что ты себя успокаиваешь? Природа и музыка. Это можно назвать природой. По музыке, я так разное, конечно, слушаю, но у меня есть какие-то там плейлисты, какие-то альбомы, которые я просто могу включить, и оно вот играет на репите, это просто вот как бы заземляет, такой больше как ambient. То есть это скорее такое присутствие, нежели чем там музыка, как там, не знаю, самовыражение или там ритмика, то есть это больше такое вот пространство. А природа тоже может быть либо вот самому работать с такими вещами, то есть если ты там с землей как бы под ногтями, то это дает. Порекомендуй белорусам методики баланса. Это у меня есть такая фишечка, которую разрабатываем. Я даже не знаю, как это на русском сказать. Ползательная терапия. То есть просто мы зачастую вот ходим, да, на природе, а вот если, например, вот поползать на природе где-то в лесу, то будет совершенно изменить вот эту вот точку зрения и скорость движения. Потому что, вот там есть это вот купание в лесу, есть японская техника, где ты идешь там по лесу, и там какие-то тоже есть практики, ты ощущаешь свое пространство, стараешься там как-то диалог остановить, там, такое медитативное. Но мне кажется, это проще даже сделать, если ты вот ползешь по лесу. Знаешь, я это попробовал сделать. Мы на гастролях были в Австралии много раз, и мы оказались на северных территориях, в бушах, вот прям где совсем там жилого ничего нет. И я вот точно так же однажды лег на землю, а потом перевернулся на живот, и я понял, что буш это же такая все низкорослая. И я вдруг понял, что целый мир, он прямо ты в этом мире, да, и он оказывается очень сложный. Хотя с виду кажется, что все просто. Второй раз это к тебе, как датчанину, это когда мы летом оказались в Гренландии и пошли в тундру, и мы там сколько-то часов провели в тундре, где кажется, что ничего нет, где кажется, что это такая плоскость. И как много там есть всего. Как много. И тебе еще идет человек, как говорится, вот это чай. Помнишь, чай пил, да, а вот это пиво, помнишь? И ты не понимаешь, то есть тебе кажется, что это все какая-то просто монотонная история, а на самом деле это целые миры. Да.
Ну и по сути вот то, что как бы я отчасти делаю этими инсталляциями, это я как раз вот этот уровень земли поднимаю. И поэтому очень важно, как оно установлено, вот как на уровне... Да. Это, кстати, вопрос большой, как это сделать дома, как это устанавливать дома, на каком уровне. Наверное, это интереснее всего на том уровне, на уровне глаз, когда ты это видишь. Ну или там чуть-чуть пониже, да, Или то есть чтобы вот как бы мочь туда вот Да, здорово. окунуться. Ну и плюс, конечно же, тоже сама высота, то есть, соответственно, чем как бы выше вот эта штука, тем тоже больше как бы ракурса меняется. Но это вот то, что вот через архитекторов я как раз-таки постепенно там приходил, потому что, ну, зачастую вот как художник изначально ты думаешь, что вот у меня есть видение, у меня есть работа, и как бы вот я ее выставляю, и публика приходит, как-то ее на себе испытывает. Но вот там как бы другой подход. Там как бы ты думаешь о публике как первая вот единица. То есть как вот человек входит, как он, куда он смотрит, куда вообще, в какой он позиции, как там подсвечено. То есть вот есть много таких элементов телесных, которые очень сильно влияют на то, как работу испытываешь. То есть на самом деле тут, если включить какое-нибудь, например, там очень желтое освещение, то очень много цветов там, например, просто исчезнет, да, из этих вот и на камнях, и на мхе. Я заметил, как ты, когда еще не был включен свет, насколько это другой вид. Да, ну вот поэтому через это тоже можно много очень... Ну, как бы то, что вокруг, потому что получается, вот если там это произведение как бы искусства, но вот как его... такой вопрос. Вкус счастья для тебя что? Ну, устрицы, пожалуй, довольно близко к вкусу счастья. Почему? Это как бы, ну, вот я не знаю, как бывает здесь такое слово, слюнки текут. То есть вот как бы думаешь о чем-то, и вот тело начинает реагировать. Что-то еще было, я сейчас что-то не могу вспомнить. Был какой-то еще один продукт. Из детства, может, что-то... Ну, с детства, ну, я не знаю. Понятное дело, что я там люблю много чего, там, какую-нибудь манку там с изюмом или что-то такое. Ну, понятно, что картошка там, это святое. Нет, это такое, чтобы история за этим что-то поднимала. Сложно сказать. Земляничное варенье какое-нибудь. Это тоже такой процесс. Собрать, сделать такое его как бы... Его мало получается. Да. Да. И от меня тоже это из детства прям... Я одну кашу с земляничным вареньем. И я помню, как нам присылали наши родственники варенье разного, его много. И только всегда одна баночка с земляничным, потому что... Что такое датский стол? Датский стол, который такого наполненный жизнью, наполненный радостью. Что на этом столе будет стоять? Ну, вообще вот есть такая традиция датская, это вот такие длинные столы. Это когда выстраивают сразу там какое-то количество столов, и там приглашают много людей. И вот это вот как бы... Длина, она создает такое единство. И, ну, из того, что вот там мне припоминается, понятное дело, что это будет очень много всего. Это в зависимости от, не знаю, социального какого-то уровня и там самой ситуации. Это праздник или это там какая-то встреча. Но мне вот, например, очень нравилось, там датский есть один художник, ну, вообще классик такой, Бьерн Нюрого. Было открытие музея нового сезона. И он жарил барашка. Там был такой большой гриль, и вот он как бы этого барашка жарил там, по кусочкам так, и раздавал. Да. Вот это вот, конечно, меня очень сильно такое... Это было все еще на природе, там начало лета. Это такое, конечно, мощное ощущение. Ну, потому что ты прямо чувствуешь вот эту связь и вкус, конечно, это безумно такое. У меня есть к тебе одна просьба. Мы с тебя начнем новую традицию в программе. Это вот на этой странице ты должен написать вопрос следующему нашему гостю. Хорошо. И ты не будешь знать, кто это. Да. В детстве мы играли в такую игру, когда там какие-то дневники вели и прочее, когда писали вопрос каждому следующему человеку, и никто не знал, кому этот вопрос выпадет, и никто не знал, что это за вопрос. Да. И приходилось отвечать, и это была очень детская история. И сейчас хочется к этому вернуться, чтобы наконец-то разобраться, как это выглядит у взрослых.
Да, но я тоже, конечно, всякие эти анкетки, эти штуки. У меня даже была анкета 100 вопросов. Это, конечно, было немножко слишком, но я помню, что все там тренировались, кто там что-то... Да, хорошо. Вот. Спасибо, дорогой. Вам спасибо. Спасибо тебе огромное, потому что для меня вот эти создание миров, это, конечно, ты будешь у меня связан с мхом всегда. И камнем. И камнем, да, абсолютно. Именно. Камнем. Это вот та иллюзия, которую мне... Она настолько реальна, эта иллюзия, что хочется, чтобы она жила как-то рядом, да, то есть чтобы вот ты вроде бы... Это придуманный мир, но на самом деле он очень реальный. И вот эти вот... Наверное, это спасает от наших будничных ужасов, которые есть. И я хочу этого и белорусам пожелать, и чтобы мы... в следующий раз встретились, ты показал какую-нибудь свою очень большую работу в каком-то очень публичном месте. И мне кажется, что это будет прекрасно. С радостью. Спасибо. Что бы сегодня с вами ни произошло, сделайте следующее. Идите на кухню, приготовьте что-то вкусное и съешьте это вместе с членами своей семьи. Поверьте, вам сразу станет тепло, приятно и легко. Будем считать, что мы начали сейчас с вами новый сезон, и вы должны знать, что я постараюсь со всего мира привести вам все самое лучшее, все самое интересное. То, что сможет развлечь вас, то, что мы сможем с вами обсудить. И где бы я ни находился, вы можете всегда меня найти. Я буду где-то здесь, на кухне. И буду что-то готовить для вас вкусное. И мы сможем перетереть о чем-то важном. О том, что вас заботит. О том, о чем вы думаете. И пусть это будет когда-то политика, а когда-то наши развлечения. И всегда кухня. Кухня, которая спасает от горестей, которая спасает от бед, которая спасает нас всех, потому что это и есть наша экологическая система, в которой мы живем. Я перемещаюсь по миру, встречаю разных людей. Встречаю людей, которые близки мне по духу. И я очень хочу познакомить вас с ними. И чтобы они стали близки вам. Это люди достойные, это люди интересные, это люди, которые могут дать нам что-то то, чего нам не хватает. Не хватает в организации нашей жизни, не хватает в получении наших нами эмоций. В общем, наши люди. И поверьте, вам будет интересно и полезно с ними. А мне с вами. Ну и подпишитесь уже на канал. Ничего, что с вами от этого плохого не произойдет. А нам будет в это сложное время легче. Легче делать эту программу для вас. Потому что мы, кроме вас, мы ее больше ни для кого и не делаем.